Уважаемые участники конференции, меня зовут Борисов Владислав. Позвольте мне представить вашему вниманию доклад «Физико-географическая карта Якутской Берингии». Моя работа – это попытка реконструкции облика той части Евразии, которая была во времена позднего плейстоцена. Но в связи с поднятием уровня моря, приблизительно на 120 метров, ушла под воды Северного Ледовитого океана. Я считаю, что тема данной работы весьма актуальна, и результаты ее должны послужить основанием для дальнейшего изучения Берингии. На этой слайде мы показали описание новизны, нашу гипотезу, объект, цель и задачи нашего исследования. Мы изучали вопрос о наличии опубликованных карт Древней Берингии и выяснили, что кроме ряда очень грубых карт в настоящее время ничего нет. Основным материалом нашего исследования был растер, батиметрические данные ABCO, а основной программы ArcGIS. Основные работы выполнялись с помощью блока инструментов гидрология. Мы сперва, основываясь на работе Линдберга, подняли уровень океана на 120 метров. Затем уже выполнили операции заполнения. Затем направление стока и рассчитали суммарный сток. Затем уже основываясь на полученных данных, мы создали линейный векторный слой гидрологической сети Берингии. Также мы использовали отмывку рельефа и направление стока. В итоге мы создали векторную гис-карту гидрографической сети Древней Якутской Берингии, на которой выявили 220 новые реки, 78 их притоков, 36 крупных озер. Анализ со старыми картами показал, что река Малой не является притоком Праяны, а является притоком Пралены. Также были уточнены бассейны правых притоков Пра-Индигирки. Вы видите, как изменилось бассейны рек Якутии с времен позднего плейстоцена до настоящего времени. Создав высотный растер Древней Берингии, мы выявили, что ее рельеф был равнинным, в центральной части были пологие горные плато с высотой до 500 метров над уровнем моря. Это современные арктические острова. Они возвышались всего на 200 метров над уровнем окружающей равнины. Мы рассчитали карту уклонов, и по ней очень хорошо видно, что Древняя Берингия была очень большой и пологой равниной. Вероятно всего, там было много заболоченных участков. На этом слайде мы увидим наиболее точную физико-географическую карту Берингии, якутской части, то есть как выглядит север Якутии во времена мамонтов. В заключение мне хотелось бы сказать, что в ходе выполнения проекта нами были выполнены все цели и задачи. Но несмотря на низкое пространственное разрешение данных ABCO, мы получили новые, очень интересные данные. Мы создали очень точные карты, чтобы позволить развивать и дальше этот проект, следующим шагом которого должна стать реконструкция растительного покрова Древней Берингии.